В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Референдум признан несостоявшимся. ЦИК Абхазии огласил окончательные итоги. О чем свидетельствуют результаты плебисцита? Рауль Хаджимба считает, что низкая явка на референдуме не связана с бойкотом оппозиции. Глава государства Рауль Хаджимба обратился к народу страны в связи с прошедшим в воскресенье референдумом. Я обращаюсь к вам, чтобы выразить благодарность за проявленное терпение и мудрость. Вчера прошел референдум по вопросу о досрочных выборах президента Абхазии. И мы, несмотря на все существующие политические разногласия, смогли проявить толерантность по отношению друг к другу. Мы шаг за шагом преодолеваем этот кризис. Власть прилагает все усилия для этого. Но я должен сообщить, что в первую очередь это заслуга всего народа Абхазии. Вчера в 7 часов утра по всей республике были открыты участки для голосования. И я с полной ответственностью заявляю, что со стороны государственных структур были обеспечены все условия и соблюдены все законодательные нормы для свободного волеизъявления каждого гражданина Абхазии. Народ сделал свой выбор, и я настоятельно призываю все политические силы республики уважать его и не создавать новые предпосылки для дестабилизации нашего общества. Вчера объективы мировых СМИ были нацелены на Абхазию, и за нами пристально следили в мире. И мы продемонстрировали окружающему нас сообществу, и что наиболее важно, самим себе, что мы в силах решать сложные государственные вопросы в правовом русле. Важно понимать, что каждый преодоленный кризис делает нас сильнее. Это были сложные месяцы для нашего государства и нашего народа. Но мы прошли этот этап, и необходимо думать о завтрашнем дне. Впереди много работы. Мы не делим народ на своих и чужих, выступая за взаимодействие по всем направлениям деятельности государства. Готовы принимать конструктивную критику. Один человек не построит благополучное государство. В этом строительстве должен принимать участие каждый из нас, добросовестно выполняя свои обязательства перед государством и обществом. Власть работает для народа и во имя его благополучия. Давайте перестанем раскалывать наше общество и подрывать устои государства, а единым фронтом будем шаг за шагом строить его светлое будущее. Итоги референдума, прошедшего в минувшее воскресенье, подвел в интервью нашей программе председатель Центральной избирательной комиссии Батал Табагуа. Как вы знаете, вчера у нас референдум состоялся после завершения, после закрытия участковых и окружных комиссий референдума были подведены итоги. Центральная избирательная комиссия заседала поздно ночью, после того, как результаты были доставлены в Центральную избирательную комиссию референдума. Центральная избирательная комиссия по референдуму приняла решение в соответствии со статьей 28 Закона Республики Абхазии о всенародном голосовании. Референдум признан несостоявшимся. Общее число граждан, включенных в списки избирателей, составило 132 887 человек. Число принявших участие в голосовании составило 1628 человек. Это составило 1,23 от общего числа граждан, включенных в списки для голосования. Число голосов поданных «за» составило 750, против 761, и число бюллетеней, признанных недействительными, 117. Как я уже выше говорил, нарушений никаких не было, замечаний не было, жалоб не было. Президент Абхазии Рауль Хаджимба считает, что низкая явка на референдуме не связана с бойкотом оппозиции. Об этом он заявил на пресс-конференции для абхазских и российских журналистов. Вчера прошел референдум о досрочных выборах президента Абхазии, который официально был признан несостоявшимся. Явка показала, что поставленный в бюллетенях вопрос не был актуален для нашего общества. Утверждение о том, что низкая явка связана с бойкотом референдума, не соответствует ни в коей мере той действительности, которая есть. Люди просто потеряли доверие к сторонникам и инициаторам его проведения. Наши граждане устали от всех этих противостояний. Оппозиция на протяжении последних месяцев утверждала, что власть срывает референдум. А в итоге, за день до его проведения, она призвала всех своих сторонников не участвовать в голосовании. И то, что произошло вчера по завершению
процесса самого референдума вам известно. Полную версию пресс-конференции президента Рауля Харджимба смотрите после выпуска новостей. Министр экономики Адгур Ардзинба принял участие во встрече в Москве с представителями консалтинговой компании Strategies Partners Group, которые оказывают поддержку в реализации программы экономического развития нашей республики. По итогам поездки Адгур Ардзинба провел встречу с журналистами. Министр экономики рассказал о том, что в диалоге также приняли участие бизнесмены и представители абхазской диаспоры в Москве. Планируется сосредоточить внимание на развитии трех более перспективных направлений экономики нашей страны – туризме, сельском хозяйстве и рыбной промышленности. Речь зашла и о развитии программы кредитования российскими банками. В этом году запланировано профинансировать еще несколько проектов, сказал министр экономики. В ближайшие дни уже в Абхазии пройдет совещание с представителями российской консалтинговой компании. Эта работа проходит в рамках Совета по экономическому развитию и реформам при президенте Республики Абхазия. Мы договорились о том, что в ближайшие дни уже, я думаю, что на этой неделе мы проведем структурированное совещание. Структурированное совещание будет посвящено одному из стратегических направлений развития Абхазии, а именно туризму, куда мы планируем привлечь максимальное количество участников этого рынка, предпринимателей, то есть тех, кто имеет гостиницы, занимается на продаже туристических путевок, организовывает экскурсии и так далее. То есть и представители Министерства по курортам и туризму представить наши наработки. До конца этого месяца также планируется провести стратегическую сессию, где будут принимать участие весь экономический совет при президенте, сам президент, естественно, где будут определены остальные стратегические направления развития. Также мы, с представителями администрации президента обсуждали и инвестиционного агентства в Москве, обсуждали реализацию программы кредитования в рамках 1,2 миллиарда рублей. Как вы знаете, 2 проекта уже успешно финансируются в рамках этой программы. Обсуждали другие проекты, говорили о тех проблемах, которые возникают в ходе предоставления информации, отчетности и так далее. Правительство России одобрило соглашение с Абхазией о создании объединенной группировки войск вооруженных сил двух стран. Постановление Кабинета министров России опубликовано на официальном интернет-сайте правовой информации. Документ направлен президенту России Владимиру Путину для внесения на ратификацию в Государственную Думу. Соглашение было подписано в рамках Большого договора о союзничестве и стратегическом партнерстве России и Абхазии президентами двух стран 24 ноября 2014 года. Положение договора предусматривает проведение скоординированной внешней политики, создание общего пространства обороны и безопасности, а также общего социального и экономического пространства. Количество людей, пересекающих российско-абхазскую границу по реке Псо, значительно возросло. За минувший июнь на паспортном контроле было оформлено почти 850 тысяч человек и порядка 160 тысяч машин. Примечательно, что в первый летний месяц 5 лет назад границу пересекли чуть больше 400 тысяч граждан и порядка 65 тысяч автомобилей, сообщили журналистам в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Краснодарскому краю. Больше всего людей и автомобилей на КПП скапливается с 7 часов утра до 11 часов и с 18 часов до 22 часов. В рамках российской программы социально-экономического развития Абхазии в Сухум завезены 10 наркозно-дыхательных аппаратов, 5 из которых были доставлены в республиканскую больницу. Сейчас эти аппараты находятся на стадии тестирования. Уже в скором времени они будут введены в эксплуатацию. Специалисты давно ждали такое оборудование, поскольку имевшиеся ранее аппараты давно уже устарели и затрудняли процесс работы. В нашей практике реанимационно-анестезиологической это основной инструмент, дыхательная аппаратура. Она крайне важно необходима. До этого момента были аппараты советского еще производства. Они устарели и морально. На них очень было трудно работать. Вот и появились более современного типа аппарата. Происходит сборка, апробация аппаратуры. И в скором времени они все поступят в операционные блоки. И в завершение выпуска о погоде.
По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха ночью плюс 20-21, днем плюс 24-26 градусов. Температура морской воды плюс 25 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.